Первый подарок по случаю дня рождения главе российского МИДа преподносят коллеги из Японии. Большой торт в виде футбольного мяча, символизирующий чемпионат мира, который состоится уже летом в России, завершил сегодняшние переговоры в стране восходящего солнца. Свое 68-летие Сергей Лавров встречает, как всегда, на работе. Всегда уверенный, решительный, элегантный и дипломатичный по своей сути, Сергей Лавров уже 14 лет возглавляет Министерство иностранных дел России, отстаивая на мировой арене интересы нашей страны. Выступая за многополярность мира и против попыток отдельных государств доминировать над другими, Лаврову пришлось участвовать во многих нелегких переговорах, в том числе по ядерной программе Ирана и Северной Кореи, развертывание американской системы ПРО в Европе, принуждение Грузии к миру и регулирование сирийского кризиса. По Сирии самое главное то, что мы подтвердили наше общее понимание нетерпимости продолжения насилия и через это понимание нашу решимость. За время работы Сергея Лаврова в качестве главы МИДа было подписано соглашение о российско-китайской границе. Решен вопрос о морских границах с Норвегией в нашу пользу. Улажен вопрос о границе с Латвией, которая отказалась от своих претензий на Пыталовский район Псковской области. С приходом деятеля в мировую политику началось возрождение внешнеполитической самостоятельности нашей страны. Сегодня Россию уважают во всем мире, как и союзники, так и геополитические оппоненты. Мы настаиваем на самом тщательном и беспристрастном расследовании на атаке на гуманитарный конвой. Сергей Викторович учился в школе имени Короленко в городе Ногинск Московской области, а впоследствии перевелся в столичную школу номер 607 с углубленным изучением английского языка. Окончив ее серебряной медалью, будущий министр подал документы сразу в два вуза – МГИМО и МИФИ, но в итоге принял решение в пользу МГИМО, поступив на Восточный факультет. Уже в институте Сергей Лавров познакомился с будущей супругой, которая и по сей день сопровождает его во всех поездках за границу. Начинал свою карьеру министр иностранных дел в качестве стажера в посольстве Советского Союза в Шри-Ланке, где впоследствии получил должность атташе. Проработав там около 4 лет, Сергей Лавров вернулся в Москву в качестве 3-го секретаря отдела международных экономических организаций МИДа СССР. В 80-х карьера государственного деятеля набирает стремительные обороты. Тогда его направляют в Нью-Йорк в качестве советника в постоянное представительство Советского Союза при ООН. В 90-е государственный деятель значился первым замначальника управления экономических организаций, а позже возглавил данное ведомство. А уже в 92 году Лавров становится директором Департамента международных организаций и глобальных систем МИДа России. В этом же году его назначают заместителем министра иностранных дел страны. 10 лет Лавров занимал пост постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций, а в марте 2004 года он был назначен министром иностранных дел России. Работа в ООН Лаврову принесла колоссальную популярность не только в России, но и за рубежом. На заседаниях Совета Безопасности с участием политика всегда обсуждаются все мировые конфликты. Ситуация на Ближнем Востоке, бывшей Югославии, на Корейском полуострове и Кипре. В решении всех этих вопросов Сергей Лавров играл далеко не последнюю роль, а зачастую его голос и вовсе оказывался решающим. Он не боится делать резких заявлений, а в 2000 году даже демонстративно покинул заседание Совбеза после того, как представителя Югославии не допустили к участию в дискуссии по проблемам Балканского региона. Сергей Лавров уделяет внимание ситуации внутри страны, в том числе развитию международных отношений в регионах России. Так, на прошедшем форуме в Сочи министр отметил и нашу республику, которая активно налаживает сотрудничество с зарубежными государствами. Авторитет ваших соседей в Ингушетии, он признается в арабском и исламском мире, и мы ценим это как очень важный ресурс российской внешней политики. Сергей Лавров не только состоявшийся политик, но и разносторонне увлекающийся человек. Он любит писать стихи и петь под гитару. Государственный деятель увлекается рафтингом и является президентом Федерации гребного слалома страны. Также глава МИД обожает играть в футбол и является ярым фанатом московского «Спартака». А в свободное время Сергей Лавров пишет стихи. Именно он сочинил гимн ГИМО. Прекраснейший из всех земных династий, столько поколений навеки сплетено, дай Бог ему бессмертие и счастья.
У государственного деятеля отличное чувство юмора и своеобразный стиль общения. Сергей Лавров всегда способен остроумно ответить на каверзные вопросы, если того требует ситуация. Эти качества он и продемонстрировал в эфире Первого канала в известной развлекательной передаче. Сергей Викторович, нельзя говорить ни да, ни нет. Вы министр иностранных дел Российской Федерации? Of course. На сегодняшний день политик продолжает занимать пост министра иностранных дел России, занимаясь остро стоящими вопросами российско-американских отношений и военного конфликта в Сирии. Также в последнее время Лавров уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность он награждался многими правительственными наградами. В список вошли орден второй степени за заслуги перед Отечеством, орден почета за заслуги перед государством, а также многочисленные грамоты и благодарности президента Российской Федерации. Амина Бокова, Новости 24.